Пятый максимальный класс пожароопасной обстановки в ближайшие 5 дней будет сохраняться сразу в 5 районах республики, сообщил Росгидромет. Прогнозы озвучили на совещании МЧС России с участием регионов страны и главы ведомства Евгения Зиничева. Таким образом, в ближайшие дни в Ленском, Верхоянском, Алекминском, Алданском и Жиганском районах ожидается сухая погода. По этой причине высока вероятность возникновения новых пожаров. Всего в республике на сегодняшний день действуют 159 лесных пожаров, площадь территории, пройденной огнем, 883 тысячи гектаров. Из них 12 пожаров зарегистрировано на особо охраняемых природных территориях. На тушении задействовано более 700 человек, 65 единиц техники, в том числе 2 самолета Б-200. Как отметили в правительстве республики, несмотря на то, что каждый день лесные пожары локализуются и ликвидируются, возникают новые очаги. День авиация работает. У нас 2 воздушных судна Б-200 базируются в городе Мирном. Один работает на пожарах в Ленском районе и Алекминском районе, и второй Б-200 работает на территории Сунтарского района. Воздушное судно Ми-8 работает на сегодняшний день у нас по Мегино-Кангаласскому району и по Усть-Алданскому району. На сегодняшний день я хочу сказать, что авиация МЧС России было уже совершено более 200 вылетов, произведено 400 сбросов, свыше 400 сбросов и слито свыше 200 тонн воды. Сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется в Ленском районе. В соцсетях распространяется видео с описанием ситуации в поселке Пилидуй. Густой дым и горящий лес. Население беспокоится о том, что к тушению не подключают авиационную технику, в том числе самолеты. Однако в МЧС заявили, что работы по тушению ведутся. Использование авиации усложняется плохой видимостью. Это же подтвердили и в правительстве региона. Задымленность уже в течение ряда суток, даже не суток, я бы сказал, да, недель фактически присутствует из-за закрытого пожара, который находится за рекой Леной, в зоне контроля. Мы ежедневно планируем туда направить воздушное судно МЧС Б-200, но из-за задымленности как раз-таки это у нас невозможно. Но в случае нормальной видимости, позволяющей тушить пожары, мы туда обязательно направим Б-200.